Сказки, рассказы, легенды, сборники стихотворений. Новые книги заняли полки в школьной библиотеке. Ученица 8 класса Эльмаз в будущем хочет быть медсестрой. Кроме книг о медицине, любит читать и художественную литературу. Особенно на родном языке. Книга – это лучший друг человека. Он всегда поможет разговаривать с человеком, пополняет словарный запас. Я буду сюда приходить, читать книги. Это мое любимое занятие. Книги сегодня презентовали для учеников первых 11 классов. Главный редактор газеты Яна Дуня рассказала о подписке на национальные издания. Вы говорите, мы газету не читаем, у нас есть интернет, но то, что есть в нашей газете, нет в интернете, потому что эта информация нигде в интернет-изданиях не печатается. Кто туда эту информацию зальет? Все статьи есть только в Яна Дуня. Почему я так горжусь нашей газетой? Потому что у нашего народа есть издание, которому уже 100 лет. В феврале 1918 года газета «Терджиман» была закрыта. Это были для нас темные времена. Но в тот же год в Москве для крымских татар начала выпускаться газета «Яна Дуня», которая в 19 году появилась и в Крыму. 18-я школа сегодня получила 140 книг. Это издания на родном языке, а также книги о народах и истории Крыма. Среди тех книг, которые вышли в этом году, хотелось бы выделить это такую книгу, как автора Эльмиры Черкезовой, искусствоведа. Это крымско-татарские мастера декоративно-прикладного искусства, художники, архитекторы. Я думаю, что это будет очень хорошим пособием, подспорьем для изучения в школах, именно знакомства с работами крымско-татарских художников, как довоенных, так и современных. До конца года медиацентр планирует передать крымским учителям журнал. Пособие можно будет получить бесплатно до Нового года, а вот с 1 января на него можно будет подписаться. Из Евпатории Нариман Тарсинова и Рамазан Аливапов, телеканал Миллет.